Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ. В студии Эльмира Гайнудинова. Я и мои коллеги подготовили для вас актуальную информацию на сегодня. И вот о чем мы расскажем. Постельное белье, продукты питания, средства личной гигиены – все это для жителей Белгородской области. Подробности у Эльмиры Гайнудиновой. Комфорт и качество жизни. Жильцы дома 6302 жалуются на неправильную работу лифта и запах в доме. Подробнее в сюжете Искандера Мирзагитова. Все профессии нужны, все профессии важны. В Челнах прошел второй этап всероссийской ярмарки вакансий. Подробнее в материале Христины Балабановой. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесителей, унитазов. Задумались о ремонте? За обновлением сантехники обращайтесь в «Много ванн». Дорогая, я нашел магазин «Много ванн». Какие здесь ванны, какая плитка, красота и цены приятные. «Много ванн». В Сююмбике 21. Остановка 41 комплекс. До конца месяца скидки на ванны до 40%. Комфорт нарушен. Заселение дома 6302 прошло относительно недавно, в январе этого года. Но работа одного из лифтов оставляет желать лучшего. Постоянный выход его из строя порядком надоел жильцам. И это не первый подъемник в этом районе, который ломается. В проблеме попыталась разобраться наша съемочная группа. Анна Шутова живет в доме 6302 с самого заселения и уже знает, с лифтом шутки плохи. При нажатии на определенный этаж он может проехать этажом выше или ниже, открывая двери всего наполовину. Я вот живу на 4-м этаже. Он, получается, мой 4-й этаж проскакивает, резко тормозит на 5-м, что аж прыжок чувствуется. Потом спускает меня на 3-й этаж, везет опять на 5-й, потом с 5-го тихонечко спускается на 4-й. Жители дома сильно обеспокоены таким поведением механизма, особенно когда в кабине находятся дети. Они надеются на скорейшее исправление ситуации и возвращение к безопасной жизни. Да у нас постоянно то вверх он бешено летит, то вниз. С первого раза вообще очень редко доезжаешь до своего этажа. За разъяснением ситуации мы обратились к монтажной организации. Там пояснили, проблема заключалась в начальных настройках лифта с ошибкой. И для решения проблемы был приглашен наладчик, который путем сброса всех параметров исправил проблему. И он заверил, отныне подъемник будет работать без перебоев. Лилия Гатина, Искандер Мирзагитов, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, обращайтесь на горячую линию Челны ТВ. Пожар, драка, авария, нарушают закон, стали очевидцем происшествия. Звоните на нашу горячую линию 51 31 31 или на номер 8 939 311 31 31 или присылайте сообщение в WhatsApp. Мы работаем круглосуточно. В беде не оставим, в помощи не откажем. Так решили челнинцы, которые организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Что им закупили и почему именно это, об этом расскажем в нашем материале. Шурша пакетами и коробками, студенты и сотрудники вуза собирают посылку с гуманитарной помощью для жителей Белгородской области. Они оказались в непростой жизненной ситуации. Челнинцы приобрели все необходимое для них – продукты питания, средства личной гигиены, постельное белье. Очень много эвакуированных в Белгородской области с приграничных территорий. Эти жители, они покидают свои дома налегке, только с документами, и переселяются во временные эвакуационные пункты. Не забыли сотрудники и студенты о братьях наших меньших. Вот, допустим, для кошек они приобрели корма, потому что питомцы также нуждаются в нашей поддержке и помощи. В течение недели были закуплены товары и продукты первой необходимости. Последняя закупка была сегодня, и уже сегодня все расфасовывалось по коробкам. Планируется, что на следующей неделе посылки отправят жителям Белгородской области. В помощи принимали участие абсолютно весь институт, можно сказать, потому что это были и студенты, и сотрудники, и преподаватели, и администрация вуза. И каждый вносил свой вклад. Кто-то что-то закупал, сам приносил, кто-то давал деньги, чтобы это все закупить. Но мы все понимаем, в какой ситуации люди находятся, поэтому стараемся, так скажем, с душой подходить к этому вопросу, с тем, чтобы реагировать как можно более оперативно на, так скажем, сбор помощи. Это не первая гумпомощь, которую оказывают сотрудники и студенты вуза. По их словам, они и в дальнейшем планируют заниматься волонтерской деятельностью, если будет в этом необходимость.
Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. Сегодня в Челнах состоялся второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В ней приняли участие 30 организаций. Что готовы предложить работодатели челнинцам, узнала Христина Балабанова. Социальные работники, повара, слесари, грузчики. Более 1500 вакансий заработной платы от 40 до 120 тысяч рублей для самых разных соискателей представили сегодня на втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. По словам работодателей, большой спрос сейчас на рабочие профессии. Здесь, во-первых, мы общаемся между собой с предприятиями, мы знакомимся и так далее. Во-вторых, для людей намного удобнее прийти, скажем так, на общий рынок и посмотреть, какая конкурентоспособность, скажем так, у предприятий, какие выгодные условия есть у производственных предприятий, скажем так, города. Посмотреть все в одном месте. Это очень удобно, я считаю. На ярмарке челнинцы могли не только познакомиться с вакансиями, которые предлагают предприятия, но и научиться составлять резюме. Мероприятия по трудоустройству посетили не только студенты, но и взрослые, находящиеся в активном поиске работы. На пенсии и хочу продолжить работу. А какие вакансии рассматриваете? Комплектовщик, контролер, в основном комплектовщик. То есть вы же... Я работал по этой профессии, поэтому я и ищу то, что мне близко, то, что я знаю. Я трудоустроен, я работаю. Мне просто интересно, возможно, есть какие-то повышения квалификации, то есть как-то, искать работу и находить что-то новое для себя, то есть в этом плане. А сейчас вы что заполняете? Заполняю анкету кандидата, если меня заинтересует, то они могут со мной связаться в любой момент. Также на Всероссийской ярмарке трудоустройства были развернуты пункты отбора на военную службу по контракту. Требования кандидатам минимальные. Достаточно быть совершеннолетним, а также быть годным по состоянию здоровья. Мы проводим профориентацию, объясняем студентам, будущих наших защитников, то, что есть помимо гражданских профессий, есть такая еще профессия Родину защищать. И у нас также очень хорошие выплаты. При подписании контракта в нашем случае получают 195 тысяч. Заключить контракт на военную службу можно на 1, 3 года и 5 лет. Христина Балабанова, Кирилл Хабзин, Новости Челны ТВ. Диспансеризация выходного дня. Она проводится раз в месяц в поликлинике и госпитале для ветеранов войн. Она удобна для тех, кто в будни не успевает пройти обследование. Кстати, пациенты еще имеют возможность посетить врача-сосудистого хирурга. Впрочем, все подробно расскажем прямо сейчас. Шамиль Галиев никогда не пропускает диспансеризацию. Ежегодно он проходит обследование в поликлинике и госпитале для ветеранов войн. По его словам, только так он всегда может знать о своем состоянии здоровья. Хочешь жить, быть здоровым, надо пройти диспансеризацию. Потому что как сам узнаешь, в каком состоянии твой организм. В поликлинике и госпитале для ветеранов войн есть так называемая диспансеризация выходного дня. Она проходит раз в месяц. Вот, например, завтра, 24 июня, можно пройти не только диспансеризацию, но и посетить врача-сосудистого хирурга. Такой возможности рад Равиль Ахметов. По словам его жены Гадании Ахметовой, они никогда не пропускают диспансеризацию. Стабильно раз в год они приходят на обследование в свою поликлинику. После операции же всегда наблюдаешься там у врачей, у терапевта, кардиолога. А вот мы у сосудистого хирурга. У него после операции ему стенд поставили в левую ногу, да? У него нога прям почти посинела, сосуды забиты. Посетить врача-сосудистого хирурга может любой пациент, который даже не прикреплен к этому медучреждению. Но необходимо пройти полную диспансеризацию в поликлинике и госпитале для ветеранов войн. У молодых пациентов мы смотрим тоже предостережение. Это в первую очередь на онконастороженность и раннее выявление сердечно-сосудистых рисков возникновения, чтобы как раз у них не наступали инсульты и чтобы они потом не попадали к нам в реабилитационный центр. Чаще всего при диспансеризации выявляется хроническое заболевание вен, ног, типа варикозной болезни, так называемой. Чаще всего такими заболеваниями болеют у нас женщины. По структуре заболевания каждая вторая женщина имеет варикозное расширение вен. А у мужчин у каждого 5-го наблюдается варикозное расширение вен. Поэтому медики настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию, а заодно и врача-сосудистого хирурга. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Набережно-Челнинский педагогический колледж ведет прием абитуриентов на базе 9 классов. Проспект Раисы Беляева, 3. Телефон приемной комиссии 58 30 22.
Фестиваль меда «Пасека Пегановых» в Набережных Челнах. При покупке 1 килограмма сортового меда 1 килограмм цветочного меда в подарок с 19 по 30 июня. ДК «КамАЗ». Вы смотрите новости, и мы продолжаем. И вновь лучшие команда БСМП одержала победу в республиканской премии «Окшешеклер». Челнинские врачи претендовали на номинацию «Уникальный случай». Кардио- и эндоваскулярные хирурги БСМП одними из первых в России заменили самый крупный сосуд в организме человека. Тем самым спасли жизнь отцу 4 детей. Лилия Гатина продолжит тему. На конкурс была представлена история спасения 50-летнего пациента из Ютазинского района республики, у которого были сразу 3 жизнеугрожающих диагноза – расслоение, аневризма и разрыв аорты. Тотальное поражение аорты восстанавливали в 4 этапа. Технически сложные операции длились по 7 часов. Часть аорты была заменена на синтетический протез, который соединили с сердцем, а дугу аорты установили стент-графт. В течение 15 минут хирурги сумели пересадить сосуды головного мозга в новую искусственную аорту. Таким образом, врачи БСМП одним из первых в России сумели успешно провести полной гибридной и брюшной аорты, сохранив все ее значимые ветви. Он в прошлую субботу был на свадьбе у своей дочери. И вот эта история вся, как ничто лучше описывает, ради чего вообще мы встаем рано утром, приезжаем на работу, заходим в операционные, в реанимации, в кабинеты УЗИ, КТ, рентген, для того, чтобы спасать жизни, чтобы дарить людям праздник. В БСМП случай называли уникальным и сенсационным событием в российской медицине. Лилия Гатина, новости Челны ТВ. Реабилитация пациентов после инсульта. Именно на эту острую тему в госпитале для ветеранов войн прошла ежегодная республиканская конференция. В ней приняли участие врачи, занимающиеся восстановлением таких пациентов. Это реабилитологи, неврологи, рефлексотерапевты, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины. Где в Челнах оказывают помощь таким сложным пациентам? Об этом далее. Вот основные домены при инсульте. Более 100 медицинских работников из разных лечебных учреждений Закамского региона республики на обсуждение основной темы конференции – реабилитация пациентов после инсульта. По словам главного внештатного специалиста из Казани, в восстановлении больных важна преемственность лечебных учреждений, которые оказывают такую медицинскую помощь. Когда пациенты, перенесшие инсульт с первого этапа медицинской реабилитации сосудистых центров, направляются на 2-й или на 3-й этап оказания помощи. 2-й и 3-й этап оказания помощи успешно осуществляется в госпитале для ветеранов войн. Сегодня госпиталь – это медицинское учреждение 3-го уровня по оказанию реабилитационных услуг для населения Закамского региона. С сосудистых центров Челнов, Нижнекамска, Альметьевска в тяжелом состоянии пациенты с инсультом поступают сюда, в круглосуточный стационар. С ними работает мультидисциплинарная команда. И врачи-неврологи, и врачи ЛФК, физиотерапевт, инструкторы ЛФК, логопеды. То есть очень большое количество наших сотрудников, которые занимаются одним пациентом. А уже на 3-й этап, после того, как мы выписываем пациента с круглосуточного стационара, он начинает уже ходить на ногах, он уже начинает приходить в поликлинику. Также госпиталь для ветеранов войн включен в федеральную программу по оптимальной для восстановления здоровья медицинской реабилитации. В учреждении поэтапно поступает инновационное оборудование. Например, баланс-тутор. Он помогает восстановить функцию опоры у пациентов с нарушением периферической и центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Компьютер, то есть есть подвесная система, пациент при этом еще фиксирует руками свое тело за верхнюю часть опоры. Вот, включается беговая дорожка, но у нас не просто смещается движение вперед, но и обеспечивает движение влево-вправо. Причем с элементами неожиданной остановки либо неожиданного ускорения, что позволяет более, подготовить пациента к особенностям ходьбы. Стало известно, что до конца года в госпиталь для ветеранов войн поступит более 59 единиц инновационного реабилитационного оборудования. Я работаю в кабинете медико-психологического консультирования, который открыт с целью работы с участниками специальной военной операции. То есть там будет явно не только психологическая обычная реабилитация, но и
возможно, будут люди с травмами и с травмами головы в том числе, и поэтому данная конференция мне интересна. Участники конференции смогли обсудить важные для себя аспекты в реабилитации пациентов с диагнозом инсульт. А медработники госпиталя для ветеранов войн ждут обещанных инноваций, дабы внедрить их в практику, чтобы выполнить главную задачу – реабилитация и возвращение к привычному образу жизни. Лисан Габдрашитова, Артем Колесов, новости Челны ТВ. Подвели итоги театрального сезона и приоткрыли занавес нового. В Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова завершился 33-й сезон. За это время было поставлено 5 премьерных спектаклей. Подробности у Христины Балабановой. 33-й театральный сезон завершился спектаклем под названием «Чего душе твоей угодно». Это постановка истории о непростом выборе, который приходится делать каждому из нас. Марсель Мусавиров исполняет роль Гарифулы. Это один из главных персонажей в данной постановке. По словам актера, вживаться в роль было непросто, но интересно. Одна из необычных ролей, потому что это не просто человек, а озаренный Богом человек, который может исполнять желания. И он немножко, в нем еще небольшой чертик тоже есть. Актеры Татарского драматического театра имени Аяза Гилязова называют 33-й сезон особенным. За год было поставлено 5 премьерных спектаклей, организована первая фотовыставка «Матур». Сезон был насыщенный на самом деле. Мы параллельно работали над несколькими спектаклями, поэтому очень много ездили в этом сезоне на гастролях. Наверное, это был самый богатый на гастроли сезон из моих 10 лет в театре. В этом театральном сезоне большой акцент делали на качество декораций к спектаклям. В 34-м сезоне планируется, что декорации будут присутствовать не только на сцене, но и за ее пределами. Все зоны нашего театра, это фойе, это выставочная зона, будут задействованы именно на премьерные спектакли. Можно будет уже сейчас, до начала спектакля, как он сядет на свое кресло в зрительном зале, он уже ощутит и поймет, на какую премьеру и на кого это будет. И аудиовизуал, это видео будет, поэтому очень много каких-то перформансов. Старт 34-го театрального сезона запланирован уже на начало сентября. Христина Балабанова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. А я, Эльмира Гайнудинова, с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем телеканале.